Здесь ставится палет, дальше люди ставят этот палет вот так на ленту, ящик. И этот ящик пошел по ленте, дальше он круговорот пересыпается на ленту. Пустой ящик вот по той ленте выходит на улицу, а мандарины уже начинается на этой ленте идти. Руководитель абхазской цитрусовой компании Алик Миносян рассказывает и показывает, как будет работать предприятие по переработке продукции. Первые гости – члены правительства, глава района и чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии. Масштабы впечатляют: безотходное производство, собственный лабораторный контроль, 6 холодильных камер. За сезон фабрика готова принять и переработать порядка 20 тысяч тонн цитрусов. Главная фишка – умная сортировка. Отборные мандарины отправятся на экспорт в Россию, а вот нестандартные, калибром меньше или с внешними изъянами, больше не будут гнить в садах. Их отправят на прямой натуральный отжим. Из неформатных мандаринов, а это около 3000 тонн за сезон, будут делать натуральный сок. Планируемый объем до 2 миллионов бутылок. Часть сока останется на внутреннем рынке Абхазии, другая пойдет в магазины Российской Федерации. Это вот эти здесь 16 линий, это которые линии именно автоматическая засыпка. Вот второй этаж, почему мы будем строить, со второго этажа с той стороны коробка падает, она автоматом подъехала вот здесь. Ванна высыпала, 9,5 килограмм ровно высыпала. Все, борт этот открывается, или ящики пошли дальше. Все. Мы воспользовались льготным кредитованием. Российская Федерация нас кредитовала около 957 миллионов рублей. Плюс мы свои собственные средства, около 137 миллионов, задействовали свои собственные средства. Ориентировочно около 1 миллиард 94 миллиона рублей полностью обошлась фабрика. Рабочих мест здесь будет, планируем, около 150 рабочих мест. Это 2 смены планируем, потому что около большой объем переработки мандарин. За 12 часов мы не осилим переработать столько тонн. Поэтому будет создано 2 смены. Налоги, бюджет Гулибского района на первом этапе будет только подоходный налог от зарплат. Компания, Абхазская цитрусовая компания, пока отстранена на налог на прибыль, НДС, так как у нас нет в сельском хозяйстве. Завод может покрыть потребности всех фермеров Гулрыбского района. Конечно, приезжать сюда и сдавать продукцию будут и с других районов страны. Раньше крестьянам приходилось думать, как вывести урожай и куда деть нестандартный цитрус. Теперь продукцию можно реализовать, не выезжая из республики. Вы видите большой завод, цитрусоводческую абхазскую компанию, которая размещается в Гулибском районе в селе Пщап. Нашим жителям Гулибскому району и всем хозяйственникам предоставляется возможность реализовывать цитрусы, которые выращиваются в Гулибском районе и в республике в целом, реализовывать на этом предприятии. Как нам известно, более 20 тысяч тонн в год может завод перерабатывать. Это даст возможность Гулибскому району около 150 рабочих мест, принесет большую прибыль также в наш район. И да и самое важное, реализация своей продукции, цитрусов, которые выращены в Абхазии, реализовать на внутреннем рынке, не выезжая за пределы республики и за пределы нашего района. Потому что люди, когда вывозят цитрусы, они соприкасаются со многими трудностями. Мы надеемся с открытием этого предприятия, большого завода, что будет стимул для развития цитрусоводчества не только в нашем районе, и в республике в целом. Когда люди будут видеть, что реализовывать продукцию можно на внутреннем рынке, соответственно, люди будут выращивать цитрусы, и мы вдвоем былую славу. Наш Гулибский рынок станет цитрусоводческим благодаря этому вот предприятию. Как нам известно, что до военного время, до 1992 года, в Гулибском районе выращивали цитрусы около 40-50 тонн, тысяч тонн. Сегодня в Гулибском районе около 20 тысяч тонн. С открытием этого предприятия появляется стимул для развития цитрусоводчества. Для нас это очень важно. Я хотел бы поблагодарить и российскую сторону за оказание большой поддержки финансовой для реализации этого проекта. И мы надеемся, что это будет пилотный проект не только в нашем районе, а в последующем и во всей нашей республике. Высокий технологичный уровень нового объекта уже оценили первые официальные гости. Как человек, который находится на территории республики Абхазия всего несколько недель, мне очень приятно находиться здесь и видеть самое современное предприятие, самое современное хозяйство.
очень классные передовые технологические линии, которые позволяют вот получить очень правильный результат, когда крестьянин вырастил продукт, когда коммерческое предприятие собирает и оплачивает выращенную продукцию, и в зависимости от требований торговых сетей, а мы же понимаем, что конечный потребитель – это торговая сеть, уже перед конечным покупателем есть требования по упаковке, по калибровке, по размерам, по срокам поставки. Конечно же, каждому самостоятельному крестьянину, жителю сельского района, соответствовать этим требованиям невозможно. То есть и абсолютно очевидно, что и покупателю выгодно, потому что если, то есть мы понимаем, что основная часть продукции, она пойдет в Россию. Предприниматель, нашему покупателю, российскому покупателю, очень качественная, знаменитая продукция абхазские мандарины, они будут поступать в максимально короткие сроки после вызревания. То есть будут рады дети. Ну, Нового года без абхазского мандарина никто из нас не представляет. Мандарина нет, Нового года нет. Поэтому очень рад, что здесь этот процесс выстроен благодаря финансированию, финансовой помощи страны Российской Федерации. И очень хотелось бы, чтобы таких проектов на территории Абхазской республики было как можно больше. Предприятия создадут десятки рабочих мест. Здесь будут работать инженеры, технологи, IT-специалисты и лаборанты. На заводе открывается собственная лаборатория для проверки качества. Сотрудничество Абхазии и России в сфере агропромышленного комплекса набирает обороты. По льготным программам в республике уже работают крупное винодельческое предприятие и молочный завод. А 2026 и вовсе объявлен в Абхазии годом села. Помимо льготного кредитования, вот, по указанию президента в год села финансируется несколько предприятий и уже из бюджета Абхазии по переработке, по созданию небольших предприятий, малого и среднего бизнеса, касающихся именно села. То есть все это будет происходить именно в сельской местности. И он поспособствует не только развитию сельского хозяйства, но и развитию самого села. То есть будут, естественно, созданы рабочие места, что самое необходимое сегодня для сельчан и для молодежи в основном. И все это делается вот согласованно с молодежью, согласованно с сельчанами. То есть те проекты, которые вот они желали бы, хотели бы. Вот такая вот ситуация сегодня именно в год села. Я думаю, это будет не только 26-й год, это будет и дальше продолжаться развитие села. Оно просто необходимо для развития общей экономики Абхазии. До старта производства остаются считанные дни. Две ключевые линии уже на этапе финальной сборки. И уже 5 ноября, когда сады Абхазии покроются оранжевым золотом, фабрика примет первую партию нового урожая. Уцавардания, Давид Хашик, Абхазское телевидение.